Особенно сегодня поддержку оказывают молодым начинающим предпринимателям. На финансовую помощь могут рассчитывать люди, которые горят своим делом, у них четко расписанная концепция и готовый план будущего дела. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и выигранному гранту воплотить свою идею в жизнь и построить реально приносящий прибыль бизнес мог Юсуп Чариев вместе со своей командой. Активные молодые люди решили открыть в городе точки реализации кофейных напитков, запустили свое дело, подали заявку, представили свой план и получили заветную сумму для дальнейшего продвижения бизнеса. Нам повезло, мы выиграли грант в размере 200 тысяч рублей и благодаря этому расширили свой бизнес, и он стал более доходным для нас. На эти деньги мы приобрели еще один аппарат кофейный, установили уже в другой локации, там заключили договор долгосрочный. Вот и потихоньку развиваемся. Планируем еще расширяться. Наш грантополучатель основной сейчас в Москве находится, смотреть другие там кофейные аппараты для того, чтобы уже расширить свое дело. На финансовую поддержку могут рассчитывать только реальные предприниматели, которые действительно хотят продвигать свое дело. В этом году грантовую поддержку получили 12 субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый из них успешно сегодня ведет бизнес. Грантовая поддержка в рамках национального проекта в Ингушетии оказывается с 2021 года. С каждым годом расширяется список субъектов МСП, которые могут рассчитывать на содействие. В прошлом году, в 2021 году у нас только социальные предприятия, с прошлого года к ним еще добавлены молодые предприниматели. То есть это индивидуальные предприниматели и юридические лица, где учредители моложе 25 лет. 25 лет включительно у нас идет. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Лимит, правда, который нам выделяется из федерального бюджета, небольшой был, всего 3 миллиона. Эти средства мы распределили. В итоге у нас 12 грантополучателей в разных сферах деятельности. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» в Ингушетии реализуется с 2019 года. Он включает в себя 3 региональных проекта. Это создание условий для деятельности самозанятых граждан, создание условий для легкого старта и акселерация субъектов МСП. В 2022 году в рамках проекта оказана и информационная, и финансовая помощь субъектам МСП республики. В прошлом году у нас консультации, консультационные услуги и иные услуги, это образовательные и другие, получили более 3000 субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц и самозанятых граждан. Также у нас функционировал фонд поддержки предпринимательства. Это уже финансовая поддержка, это микрозаймы и поручительство по кредитам. В прошлом году микрозаймы получили 2 самозанятых гражданина и 12 субъектов МСП на общую сумму 38 миллионов рублей. Это возвратные средства. Также было 5 поручительств на сумму 43 миллиона рублей. За 2022 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 11% и на сегодняшний день составляет больше 5000 единиц. В рамках национального проекта из федерального бюджета республики было выделено больше 19 миллионов рублей, которые использованы в полном объеме. В этом году также помощь будет оказана всем, кто прошел конкурсный отбор на финансовую поддержку. У нас бальная система оценки, она утверждена постановлением правительства республики, оценивается местонахождение бизнеса, количество рабочих мест, срок деятельности, на что планируется направить средства, вид экономической деятельности, которую осуществляет предприниматель. По таким критериям оценивают, кто набрал больше баллов, он высокое место в рейтинге, приоритет, выигрывает конкурс. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и дальше продолжит развивать бизнес, помогать предпринимателям и повышать количество самозанятых граждан, тем самым создавая успешную экономику страны. Рида Сычоева, Джамалил Сутыгов, Новости 24.